как я и предполагал, что, и об этом говорил на прошлой неделе еще, что Ройзман, скорее всего, не будет участвовать в выборах, хотя он пользуется хорошей популярностью, особенно на национальном уровне в Екатеринбурге. Поэтому я думаю, если бы он участвовал, то он бы карты попутал многим бы претендентам. Но он гуманитарий, не только по образованию, но и по складу ума. Вот, поэтому заниматься хозяйственными вопросами, ЖКХ, дорогами там, и так далее, ну, на мой взгляд, это не его. Да, будет ли он участвовать в выборах городской думы, я не исключаю, но тоже думаю, что он не пойдет. Это не его не уровень. Он нашел свою нишу, и я думаю, он будет дальше в ней трудиться. Участие Митваля, у него шансов стать мэром Екатеринбурга еще меньше, чем у меня стать президентом Республики Кипр. Да, у меня нет ни счетов на Кипре, и я ни разу не был, кстати, на Кипре. И Екатеринбург, на мой взгляд, не примет чужаков. Тем более Митваль, на мой взгляд, вообще политический неудачник. Вот. Сказать, участие или не участие Ройзмана, сказать, внесет ли изменения политического расклада? Да, внесет. Я думаю, что если дальше будут противостоять друг другу претендент от города и области, то неучастие Ройзмана в избирательном процессе на мэра пойдет на руку, на мой взгляд, областному представителю. Почему? Потому что он, скорее всего, Ройзман бы оттянул на себя часть протестного голосования. А так этот протестный уйдет к претенденту от области. Ну а Митваль, я думаю, никаких существенных, если будет участвовать, изменений не внесет, ну свои 2% он, скорее всего, возьмет. И то не из-за... Выдвижение Митваля, конечно же, в данном случае не заменит Ройзмана. Вот, то есть это разные фигуры, выполняющие разные функции. Но насчет того, что Ройзман не пойдет на выборы, я, собственно, это предполагал с самого начала, поскольку здесь было понятно, что для него это не очень привлекательный пост. Это скорее такая разменная монета для неких, так сказать, диалогов с теми, кто занимается преследованием его фонда. Понятно, что в данном случае, скорее всего, какой-то консенсус был достигнут, поскольку Ройзман заявил о том, что он никуда не собирается идти, и это навевает на определенные выводы, что, скорее всего, возможно, он даже не будет иметь участие, не будет иметь отношения к той группе, которая прогнозировалась под флагом гражданской платформы. То есть тем самым участие гражданской платформы в выборах депутатов городской думы резко сокращается. Соответственно, их шансы тоже. Понятно, что вот в этой конфигурации Митваль играет, как мне видится, определенную роль такого кандидата-троллера, который в большей степени занимается критикой городской администрации, наверное, чем какими-то другими, так сказать, важными задачами. Но его участие, безусловно, внесет такое оживление вот в политическую атмосферу. Хотя у нас здесь хватает своих, так сказать, оригиналов. И я думаю, что он использует те же методы и тактики, которые он использовал, скажем, по отношению к губернатору, скажем, Калининградской области или на выборах в мэра Химок. Вот. Поэтому я думаю, что, конечно же, это внесет оживление. Кампания будет такая достаточно интересная, веселая и наполнена разными разоблачениями. Надо понимать, что, скажем так, кандидаты, претендующие на главные позиции в этой выборной гонке, они вряд ли будут опускаться до, скажем, обнародования каких-то интересных материалов про своих оппонентов. В этом случае всегда на помощь приходят кандидаты, которые с удовольствием это делают. Вот я думаю, что Олег Митваль как раз из их числа. Вот. Поэтому будет много разных интересных разоблачений. И если бы не было Митваля, то его нужно было бы придумать. Рано рассматривать расклад, потому что каждый день сейчас будут меняться.
кто-то будет отказываться, кто ранее заявлялся, что будут принимать участие, кто-то будут появляться новые какие-то игроки на этом поле. Потому что у нас до выдвижения еще достаточно много. Я хочу напомнить, что официально выдвижение начнется с 29 июня по 24 июля, то есть целый июль месяц. Так что я думаю, до июля месяца еще появится, ну, на мой взгляд, еще не один потенциальный участник избирательного процесса. Так что я бы здесь не стал говорить, что, ну, рано еще говорить, что здесь будет меняться. Что касается оценить шансы, как вы сказали, что так как это мои потенциальные соперники, я хочу сказать, что я тоже еще окончательное решение не принимал, потому что я прогнозировал, говорил, что конец мая, начало июня будут приняты окончательное решение. Потому я говорю, здесь как бы тоже пока я бы не стал бы сильно как бы на это внимание обращать, но тем не менее я не исключаю своего участия, это раз. Во-вторых, то, что появляются новые игроки, ну, еще раз говорю, что это далеко не последние игроки, особенно это федерального уровня, в том плане представителей Москвы. Надо прекрасно понимать, что чемпионат мира 2018 года у нас однозначно отдельные матчи пройдут на территории города Екатеринбурга. Под вопросом пока проведения мероприятия Экспо 2020. И мы должны прекрасно понимать, что в рамках подготовки к этим, как минимум, к одному мероприятию, здесь уже анонсировалось, будут выделяться определенные суммы денег из федерального бюджета. И я не думаю, что представители финансово-промышленных групп, я не думаю, что представители московской элиты, да, могут пройти мимо, как говорится, вот этого мероприятия, как по выборам главы города Екатеринбурга. Потому что в основном весь подготовительный период вот именно будет проходить до 2018 года. А те органы власти муниципального образования города Екатеринбург, такие как глава города и городская дума, которые будут избраны 8 сентября 2013 года, они будут избираться на 5 лет, то есть у них срок полномочий до сентября 2018 года. То есть при действующей власти, которая будет избрана в сентябре, как минимум пройдет чемпионат мира, матчи, которые город Екатеринбург выиграл. Понятно, что все подготовительные периоды будут заниматься вот эти органы власти. Потому я уверен, что здесь мы еще много интересного услышим, много интересного увидим. Ну и я не исключаю, что сюда ближе к выдвижению, ближе к июню месяцу, таких как Митваль еще появится не один.